Аԥсны аарадыраҭара ҿызтәыла ахьчара иазыхиоу ианаамҭазаалакгьы аӷа иҿагыло, ахы иацәымшәо, ажәлар раԥхьа игылан ицо аруаа рыԥсҭазаара ҳазааҭгылоит. Сыԥсадгьыл ахьчара сазыхиоуп! Уи иара ихала иалихит уҩыза азанааҭ ҳәарц алшоит, ахәыҷы уи ҳара аӡәгьы дазыҟаҳамҵаӡеит, уи иара ихала иҭаххеит, даныхәҷыз аахысгьы иҳәон, сара саруихот, иара ихала иалихит, нас ҳаргьы ҳаивагылеит, ҳицхрааит, иан лоума иабгьы уажәра даацымха. Иабгьы ҳанизҵаа, уара абри ахәҷы абас иалихит, иаҳԥсыхәо, иаҳхәо ианаҳҳәоз аимадара ҳабжьоуп, иара игәаԥхазар бзиоуп иҳәеит. Дахаазаалак анцәа дихылаԥшроуп, анцәа дицзароуп, шәиԥырхагамхан иҳәацозар дцаат иҳәеит. Иара илшозар, амала ҳаимырԥхашьаат, Аԥсны имырԥхашьаат, иуаажәлар зегь раасҭа бааԥсра имырӡаат иҳәеит. Иаб убасоуп исеиҳәаз. Сара сгәы иахәеит сыҷкәын абри абызаҵара ду налиха аррамшьра аганахьала, даараӡа ихала иалихит, ҳара иҵаҳамҳәеит, даҽакгьы даара ҳгәы иахәеит ҳаиҳабацәа џьабаа рбеит Аԥсны рахҟәыҭра азыҳәан аррамчы ашьҭыхра аԥхьа ааицарц азыҳәан аҿараҵарахь иахьырышьҭоу, даара ус бзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит, сеигәырӷьеит аҵарамшқәа рҵаат, Аԥсынра иагымзаат, аизҳарамч ириҭаат, ақәҿарақәа аррамчра анықәҿарақәа анцәа ириҭаат, аибишьра ахьыҟақәагьы убрагь аибишьра иауго ҭынчра ҟало анцәа иааиӡаат. Я мама Кубахия Баграта Патовича, и наша семья является военнослужащим, долго, уже все года, можно сказать, послевоенные. К этой цели мы, конечно, готовились и раньше. Ребенок пошел по стопам своего отца. Школу заканчивали лицей-интернат в Гаграх. И целенаправленно готовились поступать сюда, на этот военный вуз, в Питер. Конечно, сегодня ощущения волнительные, переживающие, несмотря на... Сегодня мы все наблюдаем, что происходит в мире. И когда мама сама отдает своего ребенка на эту службу, то есть это каждой родительнице, сегодня родителям понятно, что они военно обязаны, и они должны стоять первые на защите Родины. И это очень важно, и это патриотизм, который мы передаем своим детям, и нам когда-то передавали наши родители. Иҟалахьоума уҩыза аҭагылазаашьа уара даараӡа угәы ԥызжәахьоу? Мамзаргьы убыс угәы иаанаго уара иҟауҵо, иуҳәо аӡәы изеилымкаауа, мамзаргьы даҽа зҵаарак. Иҟалахьоума ус уара лассы аҩнынтәи убналарц ануҭаху? Хымԥада асыԥши ҟазҵаарақәа рҭакқәа рыҟаҵара уазхәыцыр даараӡа имариоуп, аха уи ушахәаԥшуа ала. Ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа абри ауадаҿы иахьа аԥышәара иахысуеит аҿар Урыстәылатәи реиҳау араҵара иурҭақәа рахь идәықәырҵо. Шәааи ҳаҩнаԥшып уаҟа иҟоу ҳаргьы гәаҳҭа. Начало это пути тех ребят, которые там наверху находятся, насколько это важно проходить им такое тестирование. Согласно приказа министра обороны о профессиональном психологическом отборе, наши абитуриенты проходят сегодня первое испытание – это профессионально-психологический отбор.
Тем самым мы измеряем профессионально важные качества, военную направленность. Самая главная задача профессионально-психологического отбора – это подготовка на воинские должности. Да, то есть, считайте, все эти абитуриенты, они к нам через 5 лет вернутся, уже мы будем их ставить на должности по их специальностям. Я посмотрела вопросы, и там есть вопросы личностного характера. Насколько это важно, чтобы каждый поступающий, абитуриент, скажем так, открыто и настолько глубоко ответил на эти вопросы. И как вы понимаете, если на эти вопросы они ответили не так, как они этого хотели, а так, как нужно было? Вы совершенно верно заметили, это личностный опросник, и поэтому вопросы касаются каждой личности, которая отвечает на этот вопрос. В опроснике у нас есть шкала достоверности. Когда абитуриент отвечает на тот или иной вопрос, мы выявляем, насколько он правдиво и откровенно отвечал. Если эта шкала получает высокие баллы, то тест считается недействительным, то есть абитуриент хотел казаться лучше, чем есть на самом деле. Но если абитуриент сейчас провалит это тестирование, то есть вам не понравятся его ответы, естественно, есть ли шансы пересдать этот экзамен? Моя задача качественно укомплектовать, и поэтому, если абитуриент не проходит это испытание, я как психолог обязана его переориентировать, то есть предложить ему что-то другое, поговорить, побеседовать, провести консультацию, беседу с родителями. Абитуриент не смог пройти первый этап, естественно, дальше он будет сложнее. И потом идут звонки от брата, от свата, от человека, который, может быть, вас близко знает. И в таком случае дальше работать нужно с этим абитуриентом или с родителями, как психолог? Опять-таки проводим беседы, консультации, объясняем, какие могут быть последствия. Опираясь на наш опыт, мы рассказываем, какие у нас были события, когда не прислушивались к нашим рекомендациям, и даем время подумать, убрать в сторону все эмоции и подумать, правильный ли выбор сделали мы, родители, правильный ли выбор сделала наша семья. Нина Николаевна, мне очень хочется самой принять в этом участие. Позволите ли вы мне пройти тестирование? Конечно, с большим удовольствием мы проведем с вами профессионально-психологический отбор. Вы готовы к испытанию? Да. Вот вам опросник. Здесь вопросы, 200 вопросов. يخسر كل شيء وشتاع يسحر صوت تخبز شدحه.
Ҳара Бадыри турстылыри ҳадзу арра цараюрта кораущтымтача, ҳарпарчарепш атыпхачаге. Анастасиян Папха, Можайских цху арра куспас в академия даущтым топ. Сначала немного отец был так, не понимал, как и что будет происходить, но в целом, когда мы вот пришли в министерство, нам все объяснили, и в дальнейшем все меня поддерживали и, наоборот, как бы помогали, чем могли. Сложно, не так, особенно первые годы, особенно. Вот. Но в дальнейшем, когда мы прошли какой-то этап, там самый сложный, вот первые годы, становилось немного легче, потому что мы уже понимали, как что происходит в целом, как устроена военная структура, и безумно нам помогали наши старшекурсники и в целом все офицеры, весь личный состав академии. Все хотели нам помочь, все настроены были на то, чтобы мы как бы мягче прошли данную службу. Ҳара Бадыри Данил Кокоскири Ариутан Минасяни. Урт Москватби Ириха Вазиб Шаррат команда цараюрта Апшухра Хархартали Бзедзана Рцарахаркшаны яйт. Мимолетно, к сожалению, хотелось бы еще там дольше остаться. Там имели дело мы с очень хорошими людьми, офицерами, нас очень уважали, также и мы. И очень грустно, что так быстро прошло, но ничего, все впереди, мы можем с ними увидеться и можем держать связь также. Больше всего, наверное, запомнилось именно времяпровождение с ребятами. Там же с нами учились ребята из разных стран, и очень приятно было познакомиться с ними и проводить эти все годы обучения с ними. Ярауя цараюрта убастри Бзедзаны ялги Дершавиджа Арпарча Макс Тыжби Амир Транжи. Родители очень радостно восприняли, рассказали всем соседям, всем родственникам. Ездил к родственникам, очень радостно воспринимали. Звали всех своих соседей, говорили, вот родственник приехал из Москвы, закончил на красный диплом. Для них я был гордостью. Мне, если честно, когда меня хвалят, стыдно становится, это не очень приятно, но я знал, что когда закончу на красный диплом, что мама очень обрадуется, что родственники будут рады. В целом также, думаю, родители очень были рады. В первую очередь я для них старался, чтобы быть гордостью для них. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был лучше, чем он. Надеюсь, у меня получится быть для них лучшим, так как я один. И были также люди, которые не верили, говорили, вот там, у твоего сына ничего не получится, он ничего не добьется. Но приехав домой, показав свой красный диплом, окончил с отличием, эти люди посмотрели на меня, скажем так, с другой стороны, доказал то, что я достоин этого, то, что я окончил с отличием. Асипши Хуахипча Рица Голоби Паракурза и Чарпшигоп. Современный офицер должен иметь желание получать соответствующее образование. Да, если говорить о себе, я, смотря сегодня на молодых, уже практически курсантов, после принятия присяги они уедут в различные вузы Российской Федерации по различным специальностям. Да. Вспоминаю и свой путь, было уже это более 22 лет назад. Но посчастливилось мне закончить и Академию Фрунзе, и Академию Генерального штаба. Сегодня вот при Академии Генерального штаба пишу диссертацию на кандидата исторических наук. Хотелось бы, наверное, на нем немного остановиться. Тема диссертации называется «Вклад Абхазской ССР в тыловое обеспечение Красной Армии в годы Великой Отечественной войны». Да, встречается ряд работ, посвященных данной тематике. Ну, вообще, в целом, об участии Абхазской ССР в Великой Отечественной войне. Не могу не вспомнить Невалико Пачулия, конечно же, да, и Николай Медвенский, которые написали ряд работ. Но вместе с тем, все эти работы, они посвящены, наверное, героизму на фронтах Великой Отечественной войны. А мне, как специалисту материально-технического обеспечения, хотелось бы обобщить и показать вклад нашей республики, тогда еще автономной, да, и нашего населения именно в тыловое обеспечение. Это вопросы и экономики государства, как она была переведена на военный лад. Это и вопросы героического самоотверженного труда в тылу нашего населения. Это и вопросы обеспечения
медицинского обеспечения, это вопросы материального обеспечения ракетами, боеприпасами. То есть был огромный объем проделан. И я очень рассчитываю на то, что выпускаться мне через 2 года, что моя работа диссертационным советом при Академии Генерального штаба Российской Федерации будет оценена соответствующим образом, и работа выйдет в свет. Саратского лада урпа гудура толбаз вейсип садгел пснехум карра губсикала шасыху. И столбом буия конституция закон буик сискерала шашрукнуху. Тяхва пагода решина сик заррат караквы арпызавший айхабший рыцаква. И столбом сыррат валший шакнуга ушина сикзу. Сыглари сип садгел. Апснехум карра ахакуй трехи пшимри. А конституция шагулавший хацарала шасыкши. Военная подготовка – это, конечно, особый вид подготовки, потому что, вы сами понимаете, оно связано с тем, что определенные трудности у ребят и у девочек на их жизненном пути в период прохождения курса молодого бойца. Но курс молодого бойца – это всего лишь небольшая частичка. Если брать в целом, военное образование на сегодняшний день, оно в приоритете в нашей республике. У нас очень много курсантов проходят обучение в российских военных вузах в различных городах России. Петербург, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. Наш министр обороны уделяет большое внимание военному образованию. Дело в том, что курсанты, которые поступают, а потом заканчивают высшее учебное военное заведение, они прибывают к нам в вооруженные силы, и за счет этих кадров мы комплектуем наши вооруженные силы. В этом потоке было намного больше молодых людей. Двойки, кто получил, конечно, и они отсеялись автоматически. Это вот остались только те ребята, которые хорошо и отлично сдали вступительные экзамены. И вот сегодня они здесь на плацу принимали военную присягу. Бояться ничего не надо. Курсанты военных училищ, они нигде никогда не задействуются. Они занимаются только учебой, получают образование. По завершении прибывают обратно к нам в вооруженные силы. Уже здесь министр обороны их распределяет по воинским должностям, по воинским частям, отдельным подразделениям Министерства обороны Абхазии. Убриаман шаларацн, агубзера шиман, да суш та ачарах, шарадут закушилган шенигижва. Агубзера гвамшуна хамтакош шанаршо шахава шипсад геламат журдовс агубзера шиман сашайцал шизгула замя шизипс зани ханан шайцал свегох собзаге аман шалран шешвита шнабанышсет угринахас ушта абсна шартари тагулама приказ шуртама хатохош сароб ишвехчароб шипсад гел убрах шехсоги ацара برز حواد نسيت جوب حاجة كوجوب وبرز عشمتان يجيت جزر يش حروب شتاع شمر بخشن فانا شبس زبط وتحزب زبيش وتحزب يشوختوا ترى النشعر أبرابسنا عشان تكار أبرا يخدرتو يخشتو براش قلني يخشوا بس أنشاف عيزات أنشاف شرم أنشالات يخشوا يالو خز ياربن خرخارتو ياربن يريحاو цараюрту ихтало. Ялс хз вивк ханхах зуб и военный институт физической культуры сара спорт бзес бода захана убрахс стахет захана образован опис залс хзабри. Ушпа зайнас яхапиамта з тагла заша дуная чиқо хочики шартоп. Убризик дырна ухва гухна уцойт хымпада.
уи сыԥснахьча азыҳәан зегьы ҟасҵоит, азыҳәан абри ауп изалысхыз. Курс молодого бойца ҳахысуан, зегьы иҳарҳәеит, зегьы иҳзеиҭарҳәеит, убри азыҳәан абри ауп иалысхыз. Мое направление – это экономическая безопасность военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Это в каком городе? Это город Москва. Я очень люблю свою родину, Республику Абхазия, и прекрасно понимаю, что ее нужно защищать. Эта профессия достаточно популярна даже в мирное время, ведь опасность наступления войны, она всегда. Я в последние несколько лет участвую в школьных военных играх. Мне нравятся военные конкурсы, военная дисциплина. Также неоднократно участвовала в военно-патриотических лагерях на территории Российской Федерации, в таких городах, как Нижний Новгород, Краснодар. Также совершала прыжок с парашютом. И именно там я поняла, что мне нужно продолжать свою жизнь в этом направлении.